лагерях, созданных Китаем в Восточном Туркестане и называемых образовательными центрами, начиная с 2016 года содержатся миллионы тюрков. Вместе с тем, что от сотен тысяч уйгуров, содержащихся в этих учреждениях, нет никакой информации, известия о гибели узников поступают ежедневно. Согласно информации, предоставленной радио «Свободная Азия» сотрудникам полиции Восточного Туркестана, только в городе Кучар расположены 4 лагеря, в каждом из которых содержится от 5 до 10 тысяч заключенных. Сотрудник сообщил, что в лагере под номером 1 за последние 6 месяцев было убито 150 человек, которых захоронили под наблюдением полиции и поселкового управления. Китай, заключивший в лагеря миллионы жителей Восточного Туркестана, продолжает осуществлять так называемую семейную политику. Один из пользователей интернета выложил в социальной сети видеоролик, в котором запечатлено тяжелое положение уйгурской женщины, мужа которой отправили в лагерь, а в ее дом подселили 3 китайцев. Вчера в Гонконге ушел из жизни один из участников демонстрации. 22-летний Алекс Чоу был госпитализирован в прошлый понедельник. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, среди которых находился Чоу, который изучал программирование в университете Гонконга. Ожидается, что гибель студента вызовет очередную волну протестов. Китай заявил, что не будет участвовать в переговорах США и России по разоружению. Генеральный директор Департамента контроля над вооружением Министерства иностранных дел Китая Фу Джонг заявил, что Китай готов сократить свой ядерный арсенал, но напомнил, что попытки включить Поднебесную в переговоры не дадут никаких результатов. По словам Фу Джонга, такая инициатива отдаляет от основной цели, и что США придумывают отговорки для выхода из важнейшего международного соглашения. Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Узбекистана, силы противовоздушной обороны провели учения на военном полигоне Кулькудук в провинции Наваи. В ходе учений, получивших название «Открытое небо», была испытана китайская система противовоздушной обороны ФД-2000. Спустя несколько месяцев после смерти Мурси, ушедшего из жизни 17 июня в зале суда, ООН осудила администрацию Египта. Эксперты ООН по правам человека подчеркнули, что условия содержания в тюрьмах Египта могли стать причиной смерти законно избранного президента Мохаммеда Мурси. В докладе комитета пишется, что смерть Мурси может быть намеренным убийством, за которым стоит нынешняя администрация Египта.